Меня зовут Хохов Хашбифорд Чермен. Тоже поздравляю нас всех с этим праздником. Действительный праздник. У нас мало хороших таких, бывает, к сожалению, моментов для встреч. Но мы точно знаем, что для каждого из нас имя Косталя Ивановича Хитагурова очень дорого. Он гениальный поэт. Это имя нас всех объединяет, независимо от того, к кому мы относимся, к какой социальной группе или какую религию исповедуем и так дальше. Он нас всех объединяет. Он своими произведениями, своим наследием нас и продолжает учить, как надо. Хочу, чтоб не были вы в жизни торгашами, душой и совестью, свободой и умом, чтоб друг на друга вы смотрели не врагами, а каждый бы искал сочувствие в другом. Я хочу сказать, что спасибо выразить и Валентине Ивановне Матвиенко, и председателю комитета по культуре Санкт-Петербурга Губанкову, Царство Небесное. Они тоже приложили к этому усилия. Правильно, Владимир Ильич? Место хорошее подобрано, конечно, для этого памятника, но мы ожидали большего. Могущества какого-то, силы духа, которая в нем была, сила его души, сила ума. Мы этого ожидали. То, что есть. Я не могу поблагодарить Соскиева из личных соображений, но тот памятник, который стоит, например, у Остинского театра, мне ближе, он мне роднее. Сейчас мы находимся с вами в одном из знаковых мест для каждого осетина, проживающего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мы находимся в сквере Академии художеств, где 20 октября 2009 года был установлен этот памятник, посвященный Косталю Ивановичу Хитагурову. Постамент памятника выполнен из бронзы, но бронза имитирует дерево, на котором начертано знаменитое четверостишье Косталя Ивановича Хитагурова: «Весь мир мой храм, любовь моя святыня, вселенная отечество мое». Мы привыкли видеть Косталя Ивановича таким мощным, таким демократическим революционером, с эпическими, так сказать, чертами в его изображениях различных. А здесь, что-то совершенно необычное. Если повнимательнее посмотреть и повнимательнее изучить жизнь Косталя Ивановича Хитагурова, то, может быть, под конец своей жизни он и стал таким идущим по жизни к Всевышнему, идущим к Богу, обессиленным от борьбы, от непризнания, от неизбывшейся любви. И, по сути дела, такой он, как дервиш, как святой, идет к Богу. Если мы посмотрим на последний автопортрет Косталя Ивановича Хитагурова, то мы увидим человека, уставшего от жизни, в глазах которого отчаяние и боль. И может быть, именно это художник, скульптор Владимир Соскиев постарался изобразить в этом памятнике и этим памятником. Он установлен здесь, в сфере Академии художеств. Почему здесь? Потому что это федеральная земля, потому что Академия художеств – это учебное заведение федерального значения. И по распоряжению Зураба Церетели этот памятник был поставлен именно в сквере Академии художеств. Потому что если бы его
хотели бы поставить на территории, собственно, Санкт-Петербурга, вне границы этого учебного заведения, то это было бы практически невозможно. Там куча согласований, всякие то, сё, чиновники скрипят перьями, шуршат бумагами, и все затаскали бы и затерли. А времени не было. 150 лет праздновалось. Петербург в жизни Косталя Ивановича Хитогурова занимал огромное место. Именно здесь он получил азы профессионального рисования. Здесь он становился, глядя на произведения искусства петербургских художников, петербургских мастеров, мастеров всемирного масштаба, он становился настоящим художником. Он памятник небольшой, можно сказать, даже и маленький. Но какое для каждого осетина может быть утешение? Но что я еще хочу сказать? Вот здесь, буквально в 2 шагах от этого места, находится самая узкая улочка в Санкт-Петербурге. Улица называется имени Ильи Ефимовича Репина. И в начале этой улицы, вблизи Румянцевского сада, находится место, куда в 1749 году прибыло первое осетинское посольство в Санкт-Петербург. Поэтому вот близость этих 2 мест, памятника Косталю Ивановичу Хитогурову и этого дома, где в свое время находилось наше осетинское посольство, этот дом белокаменный Соловьевский, так называемый дом, там они находились целый год и ждали аудиенции императрицы Елизаветы Петровны, дочери Петра I. И они дождались их, с очень большим почетом приняла Елизавета Петровна, договорились о том, что Осетия попадет под такой дружественный протекторат императорской России, что осетинские купцы будут беспошлино торговать в Астрахани, что в конце концов осетинским крестьянам дадут возможность переселиться с гор, где уже не было возможности ничего выращивать, на плоскость, где осетины получали бы земельные наделы. Вот такие результаты были этих переговоров. Осетинское посольство уехало из Петербурга с большими подарками. Императрица их здорово одарила. И в сопровождении казачьих разъездов они благополучно добрались до Осетии. С праздником вас всех, дорогие друзья! С днем рождения нашего гения Косталя Ивановича Хитогурова. Хочу, чтоб заповедь вы помнили Христову: любите ближнего, как самого себя. Ищу готового пойти с ним на Голгофу для блага Родины, страдая и любя. Мало людей сегодня пришло. Я думаю, это связано еще и с тем, какая обстановка в целом вокруг нас. Это пандемия, или, скажем так, вирус, он существует. Еще раз всех с праздником, с этим великим для нас праздником. Немного праздников нас объединяют, на пальцах можно посчитать, когда туда идут все, независимо от того. У нас в Осетии проживают много других национальностей, они тоже к этому имеют причастие.
причем огромное, иногда даже больше, чем мы сами. Мы благодарны должны быть, что у нас был такой поэт. Мы любим его, мы ценим его, несмотря на то, что сегодня нас немного, но это ни о чем еще не говорит. Спасибо. Многие праздники мне не осетины, к сожалению, а русские присылают стихи Коста, которые, например, к моему горькому сожалению, я и не знал. Я не знал, что он писал стихи, которые посвящены распятию Христа, Голгофе, Пасхе. И вот я, если с разрешения старших, хотел бы прочитать 2 стихотворения, которые я всегда вспоминаю. Коста посвятил такие стихи, я сейчас процитирую его. «Кто верует твердо в распятого Бога, кто заповедь помнит святую Христа, того не пугает крутая дорога, Голгофе и тяжесть большого креста». Когда читаешь эти слова, их мог только написать тот поэт, который полностью ощутил на себе все это мировоззрение и свой взгляд, и тяжесть того, насколько Христос на себе понес эту тяжесть всего народа, который в мире живет. И он настолько это прочувствовал, и в этих стихах он сейчас это сказал. И еще одно стихотворение, которое Коста написал в 1896 году. «Взгляните на мир, на всю природу, как жизнь, согретая лучом, весенним рвется на свободу, неудержимым бьет ключом. Как все бесхитростным весельем полно, как пышно все цветет, как все любовью, всепрощением и лаской братскою зовет. Как нежные переливы дали, как глубока лазурь небес, забудь же, милый друг, печали, и пой со мной, Христос воскрес». Эти стихи Коса написал в 1896 году. И практически уже этим стихам больше 100 лет. И самое приятное для меня, как для осетина, как для уроженца Осетии, что эти стихи, мне их отправляет жители Санкт-Петербурга. Жители Санкт-Петербурга, вроде сколько на русской земле было знаменитых писателей, знаменитых поэтов, которые прославляли Россию, которые прославляли русское слово. И видите, все-таки стихи Коста, они для кого-то вошли в сердце, что если люди это замечают, люди это запоминают, и они это присылают. Хотел бы выразить я благодарность тем, кто пришел сегодня сюда. По многим, к сожалению, наверное, событиям, Валера Зукоев сказал, что многие не смогли прийти. А я это считаю, что сегодня так получилось, что будний день. И, скорее всего, немногие были проинформированы, что сегодня 161-я годовщина Косталя Ивановича Хитагурова. И не смогли сюда подойти. Но это не меняет того, что мы сегодня здесь собрались, сегодня почтили его память. Поэтому дай Бог, чтобы над нашим небом, над нами был мир всегда в нашей жизни и мирное небо над головой. И будем надеяться, что остинский народ, как Владимир Яковлевич сейчас сказал, про те неприятные моменты, которые проходили у нас в Южной Осетии. Будем надеяться, что все беды, которые были и которые свалились на остинский народ, они остались позади, и мы с достоинством пронесем это все, пройдем это все и будем двигаться только вперед. Ирет Таражу. Спасибо. Давай я 2 слова скажу все-таки на родном языке Косталя Ивановича. Да, хотя бы совсем чуть-чуть. Аж зыллы каттар кударин,
Куба фидинишку махаш, водафтан кардей нажарин, накушит макаун калаш. Хотя бы вот ему бы, наверное, было приятно, если он это слышит все. Поэтому спасибо. Раз Валерий прочитал стихотворение, я тоже захотел поддержать. Раджа хохот уппай кашти, ю арраф и яу. Митенгом ябанабати, уж сахтком билау. Бақажыттынам ежарда, такка булгарон. Дура лаварта якахта, агапам канон. Жахта, фош валамма шарма, хижант важагыл. Ашфахуссынан ижарма, усыбам багыл. Дар дыл еуанкта фахашта, хоп жахга яхи, пурти живот на лашта, лаг на харраги. Ныштуан, напарман кадюда мажарак, кавагау факашама як. Кайжарда на агур карак, уйжара дехи фаньяк. Жзыла як атар кударин, кубафидин ишку махаш, водафта анкарды нажарин, накушит макаун калаш. Я не пророк, безлюдную пустыню, я не бегу от клеветы и зла, разрушить храм, попрать мою свободу толпа при всем безумии не смогла. Я не ищу сильных сострадания, не дорожу участием друзей, я не боюсь разлуки и изгнания, предсмертных мук, темницы и цепей. Для всех я песню свою слагаю, разврат открыто я корю, и грудью грудь насилия встречаю, и смело всем о правде говорю. На что, друзья, когда все люди братья, когда везде я слышу их привет? Причем враги, когда во мне проклятия, для злобы их и ненависти нет. Но заканчивается известными словами, причем толпа, ничтожная рабыня, пустых страстей дерзает пусть на все, весь мир мой храм, любовь моя святыня, вселенная, отечество мое. Я счастья не знал, но я готов свободу, которой я привык как счастьем дорожить, отдать за шаг один, который бы народу я смог когда-нибудь к свободе проложить. Жонен афшар майкал зыштут, бавар зыштут мамарт, рух шаг жаг зыштут, ниса мануалу дасарт. Жонен аргав зыштут иште, мардалма чи дараком, алчи афшеште махиште, шарзан аракай маном. Юбон гаду мышинан, юбон канзыштут мазырт, уйфашта фера хузинан. Ничего алжон за масырт. Махуд ау мавжарл, хоржию я сурбафау, дуния хождар кофешта и оттарда хиуд маштау. Такое, что хвалиться особо не надо. Фидар на хаштейна неонгташ паштуй, рухшку вандатте ханджела каненс, мардна навазенс, накухтана шпаштуй, штрейна гцлай яхшейнаменс. Много чего он написал на самом деле, все это для народа, потому что он не был согласен той социальной политикой, которая была в то время. Ками он заната бадат, рух санат. Божник. Васарабом бира.